занимается вот этим делом. И просто-напросто лоббируете интересы. Вы ошибаетесь, я его, если не лоббирую, я лоббирую свои личные. Нет, подождите, ваш родственник, муж жены вашей сестры, муж занимается этим делом. Ну, так свояк, ну. Но его интересы я не лоббирую. Ну, а как получается, ну? Я говорю, цена не поднялась ни на йод. Ни на копейку. Мы каждый день, каждую неделю звоним. Вон сидят люди специальные, которые занимаются анализом. Это не вошло в цену. Это как Вот ты отдельно. Как оно не вошло в цену? Как оно не вошло в цену? Я вам расскажу. Как это может быть какой-то... Оно нигде не забито. Людям предоставляется чек к оплате. Вот и все. Ну, значит, разберемся, есть марк, имеет ли право чек к оплате этот предоставить? Есть марк. Олег Павлович, я вам могу рассказать. Я не ведаю причин тут Барташевич, которого вы нечем обвиновать, или что он там лоббирует. И он просто підтримав Иосифа Иосифовича, насколько я разумею. Не, ну подтримав, ну, извините, чему мне подтримать, если это прямым образом влияет на, ну... Навод, коли гэта так... На свояка, як там правильно называется? называется? На свояка. Навод, коли гэта так... Кошелек его, нічого дрэннага ў гэтым нема. У Иосифа Иосифовича нікога нема ў пахаронным бізнесе і ў бізнесе з помнікамі і могілкамі. І гэта ён унёс эту ініцыятиву, каб адмяніць рашэнне. Я вам распавяду, может быть, там ваши экономисты проверяют кошты, як яны поднялись, як не поднялись. Я размаўляў з людьми, которые усталёўваюць помнікі. Не буду так само называть, конечно, прозвище. Да тут две фирмы только, которые занимаются у Велике, только две фирмы имеются. Ну что называть прозвище? Я ведаю, что докладно люди казали, но я не буду. Те люди, которые усталёвывают помники, он говорит, я не буду эти 51 рубль платить, я телефоную клиентам и пытаюсь, будете 51 рубль доплачивать за уезд, за завоз помника на могилке, ці нет. И все равно это кладется на плечи заказчика. И неважно, сколько коштует помник, 300 баксов ці 1000. Другое питание. Навод, коли мы не говорим про эти 51 рубль. Уявим себе ситуацию, что человек ставит помник, огорожу своими руками. Ему треба один раз заехать, завести туда цуман, другий раз плитку, третий раз генератор, четвертый песок, и каждый раз он будет платить по 2,5 рубли. Я лічу, што, ведаеце, напэўна, может быть у нейкай сітуацыі, як там у горадзе Мінске каштуе 4 рублі заезд на могілкі, может быть, але ўзровень заробкаў і эканамічны ўзровень, як вы самі казалі, Вілейскі раён быў на 22-м месцы, зараз, дзякуючы вам, мы разумеем, што зараз на 20-м, так? За полгода. Я не думаю, что в Вилейском районе люди так добро живут, что навод гэтые 2,5 рублей для многих это грош. По-другое, это навод, не, на мой погляд, это неэтично. Брать гроши за заезд на мой. Что датычыцца экономичной ситуации, ну, я ведаю, что у ЖКХ, у Виктора Иосифовича, наверное, там шмат складанасцяў с финансованием и всем остальным. Але ж гэтыя 2,5 рублі, ну, ніяк не выратуюць ЖКХ от того, что их нема грошей. Вот, да, мы собрали, я не ведаю, зараз вы мне скажете, вот вы потлумачите ваши слова, что знаю, як эти подписи собирались, ну расскажите, як они собирались, расскажите. Я расскажу, например, это из первых уст, так скажем, даже жонка ходила на рынок, и когда вы собирали их, так, где человек, подпишите. Я из Минска, мне, говорит, шумит до ваших, говорит, кладбищ. А что вы людей не потом, ну давайте, говорит, подпишу. То есть, ну, это, ну... Так, было и такое. Было такое, ну. Было, кажется, я прописанный, не а по-другое... А коли его там нехто похованы. Я говорю, что коли человек живет в Минску, это не значит, что его там нехто не похованы. И я кажу, что... Не, почекайте, так я настоял раб побач. И он привел, говорит, да мне, говорит, не потребны эти самые. Я же с Минска, и тут нема ничего. Ну. А вот с Минска. С Минска я подошел и сам подписался. У меня похоронено на Михайловичах отец и мать. Я про вас не говорю. Я говорю, что именно вот дословно, и мне оснований не верить нету. Когда она говорила, что вот иди рядом, а его за рукав, подпишись. Ну, за рукав мы нікого не чіпали, але мы людям... Давайте подпишу. То есть это такие. Окей. Но тут 1500 подписів. 1510 і 12 назад. Я думаю, от сотков 30, хто звичайно, то добре. Добре, значит, завтра я приду до вас у райвиконком, подам вам заявку с Иосифом Иосифовичем. И вот это подписи. Вы проверите, тут написано адрес каждого человека, где он проживает, прописаны. Вы их проверите, сможете связаться с людьми.
тут же ж прозвище есть, адрес есть. И я вам скажу, что за увесь час не подписалось, ну, напевно, человек 50. А человек 10 з них, ну, напевно, это были супрацовники райвиконкама, ті ще ніякі службу, которые боялись. Человек 10, напевно, принципово сказал, а хай коммерсы там платятся, не так шмат заробляють. А остатние з тих людей сказали, что ну, нас там никто не похоронен, нам все равно. Усі остатние люди приезжали подписываться, многие навод приезжали подписываться адмыслова. Перепроверьте, потелефонуйте этим людям, когда я вам отдам. А коли, да, проверьте. А коли, на мене так само є пропанова, коли ЖКХ треба заробити гроші на обслуговування могилок, хай зроблять бізнес-план, возьмуть, набудуть генератор, там, болгарку, плиткорез и сдают людям на Вилейских могилках эту аренду. Как я мог приехать, коли я что роблю своими руками, и не вести мне брать прицеп на прокат, вести тачку, бетономешалку. Я приду, заплачу 10 рублей и возьму на несколько годин бетономешалку. И это будет щирый заробок, сумленный, и это будет допомога людям. А ведаете, ще у чим справа? Справа не зовсім у могилках. Тому що сьогодні ви прийняли рішення за платний уїзд у могилки, на могилки, і таким чином ви вирішили зібрати, ну, поповнити ніяк бюджет. А завтра, коли знову буде не хапати гроші у вілейському бюджеті, ви так само сядете райвиконкам, там, посіджені, і подумаєте, давайте-ка ми ще щось уведемо, каб ще гроші зібрати. І це буде без конца. Я думаю, що Вілейському району заробляти гроші треба не на перекладування їх з одной кишені в другую, забираючи з людей і ложачи у бюджет, а потім знову виплачуючи людям. А менавіта праз економічне розвиття нашого району, праз інвестиційні різні програми, вони про це. Тому я вот завтра вам принесу ці підписи, ви, звісно, можете їх перевіряти, що там, може, там я подкупав кого-нибудь, але 1500 жихарів Вілейки, ну, хай з їх 100, може, я не ведаю, глядите, кольки тут мінчанці з маргонців. Але люди виказали свою позицію. Тому я думаю, що реально і Совет депутатів, і райвиконкам знайде мужність у собі сказати, що це рішення було помилкове, і його відмінити. Все, дякую. Значит, Виктор Ильич, вы покажите, что остается после этой горы, и расскажите свою позицию, чему это было так принято. Вы готовы? А кто будет ловить, если там ни одного человека не было? Это даже в бюджете зарплата не заложено, чтобы пропускный режим нормально отрегулировать. Поглядите, что робится, они после себя оставляют. Ко мне люди тоже жалуются, что ездят на машинах, водой поливают памятники, закрыть этот проезд. Есть же другая часть людей. Кто вырывает? То, что мы едем и дно свое, извините, в каком состоянии там дороги? О чем вы говорите? Глядите, что робится после их. А палубку оставляете, и водой той пользуются, и песком пользуются. Они же ни копейки им не платят у ЖКХ. Ну что-то никто не оставил из людей свою могилу в грязном состоянии. Так они не оставили, но у него под забором, посмотрите, возле этих что делается, возле ящиков с мусором. За их же вывозить этот мусор, его же надо утилизировать. Строительные же деньги берут, огромные деньги берут. Так это уже вы следите, пожалуйста. Так а кто там, если там человека навод нема? За ті гроші на сьогоднішній день там чоловік сидить, там платить йому заробітну плату за ті гроші. Да, за кассовый аппарат, за обслуживание. Касовий апарат, що у нього там касовий апарат? Конечно. Зачем их Если кассовый аппарат, есть они человек ведет, терминал работает. А что именно тут? Мы можем все не снять, и какой-то бардак остается, если коллеги это устроить усіх. Ну. Я вас слушал его сегодня. Послушайте вы меня, пожалуйста. Виктор Иосифович, подойдите на трибуну, да скажите по-нормальному, что вы там переговариваетесь. Или треба приймати рішення, чи ми наводимо порядок, чи ми не наводимо порядок. Чи ми наводимо порядок за счет бюджета, чи за счет тих, хто вот этот мусор и забор вот этот ломает. Своими машинами заезжал уже туда. Почему, когда приезжаешь на кладбище, приходится косить возле могилы отца, а деньги вы берете за это? Почему свой триммер нужно везти на кладбище? Везти на машине на своей, свой тратить бензин, солярку, чтобы приехать, и убрать возле могил. Да возле могил никто не убирал никогда, наверное, не будет ни одного ЖКХ убирать возле могил. Убирали, Хотя бы основные проезды убрали. убирали. С колена снег. Откуда убирать? Как такое может быть? И вы предоставляете. А проехать на машине по вашему кладбищу, как говорится, и вы хотите там навести... Я вообще считаю, что если нормальный здоровый человек, 200 метров нема чему туда ехать. И лишний раз тревожить покойных. Это святое место, а не на машинах ездить, не автотрасса. Это я должна 25 килограмм щебня в руках? Я не про щебень не говорю, про щебень, я думаю, что и так Вы должны были нормальный, пропустить. здоровый человек. Вы
Вы Про щебень речи нет, мне не идет. Я говорю, что так заезжать, когда. знаете, что вы не хотите услышать? Вот в чем Не проблема. хотите признать свои Не ошибки, хотите услышать. как и во всем государстве. Позвольте, я вам отвечу с конца. Значит, уважаемые величане, были запросы Министерства антимонопольного регулирования, были запросы Министерства ЖКХ, и был получен ответ, что принятие решения по определению взимания платы за въезд на территорию кладбищ не усматривает противоречий и нарушений действующего законодательства. Читали, молодцы, это все написано в интернете. Дальше хочу сказать, что в этом году, в июле месяце, введен туда смотритель кладбища, как вы сказали, оборудованный терминалом, где можно рассчитаться наличными деньгами, где можно рассчитаться пластиковой карточкой, где заезд на кладбище на легковом автомобиле молодым людям, таким как вы, уважаемая женщина, 2,5 рубля, там, 0,1 базовой величины, всего лишь. Подождите минуточку, я вас не перебивал, я вас внимательно слушаю. Давайте друг друга будем уважать. Давайте. Пожалуйста. Уважайте людей. Я уважаю людей, поэтому спокойно и разговариваю. Значит, как было сказано ранее, что пенсионерам, инвалидам, первой и второй группы заезд на кладбище бесплатно. И я очень сомневаюсь, что вы в своем хорошем Мерседесе везете песок, щебень, тачку или еще что-то. Очень сомневаюсь. А то, что я вас не перебивал, будьте любезны. А зачем унижать? Я говорю, я вас не унижаю. Значит, то, что предприниматели или организации, которые устанавливают там памятники, разово за благоустройство одной могилы Петрова, Иванова или Сидорова, извините, если фамилии такие здесь есть, извините, живите 100 лет, заплатят раз 2 базовые величины и делается отметка смотрителем кладбища, что он может 4 раза заезжать, 5, 10, пока не выполнит благоустройство этой могилы. Никто с него больше ни копейки не возьмет. А если кто и возьмет, то завтра пойдет по статье. Так вы же услышали, с кого эти деньги берут в конце концов. Есть еще Марк. Если они за эти деньги берут отдельно, надо разобраться и отправить в Марк. Это вообще разобраться, откуда, вы понимаете, это вот минимальная там 2000 один памятник, 2 ведра цемента залить, извините, и поставить цветочницу. А если взять оградку, то от 800 рублей начинаем. День, 12 часов работы. Кто сегодня за 12 часов отпахавших, тут сидящих в зале получает? Если они такие деньги берут, надо, значит, заняться, написать письмо в Марк, чтобы с ними разобрались по полной программе. Рентабельность продаж, которые закладывают, вот вы сказали 1000 рублей там, или 1000 долларов, я не разбирал. Вы посчитаете, сколько у него прибыль заложена? Ну, пусть они свою считают, и свою считают. Если нет отдела экономики, надо разобраться с этим. Вот и все. Пусть ЖКХ займется тогда всеми этими работами. Выбор такой, да не вопрос. Я завтра отменить это решение, нет проблем. И завтра смотрителя снимем, и завтра мы в эти бардак ездили, ходить, если вас это устраивает. Либо мы снимаем с какой-то другой статьи затрат, оставляем это смотрителю, платим заработную плату ему и ухаживаем за кладбищами. Цена вопросов в год где-то в районе 40 тысяч. 40 тысяч это ну 1,5 садика заасфальтировать. Что значит? На что 40 тысяч за год получается где-то. 40 тысяч рублей получается в год. Вот там за каждый, и 10 раз надо въехать. В Солигорске берут, по-моему, там 6. Мы же проводили анализ. Сколько в Солигорске? Нет у вас информации по кладбищу? Это для предпринимателей, это не для... Какая разница? Немножко не по теме. Когда подорожала курица на рубль, был сбор вот этих компаний. Что забрал сама? Кому дали? Ну, я не знаю, это про курицу, это как бы, ну, я никак не в курсе, что там занимался Марк. Потому что Марк глубоко будет плевать. И у нас свободное формирование цены страны. Кто как хочет, так и накручивает.
тут одно нарушение, то, что уже, вы же поймите, я же тоже, к сожалению, похоронил своих родителей, и одному, и второму, и отцу, и матери ставлю памятники. Правда, по другой цене там. Кстати, скажу, разница даже между Вилейкой и старыми дорогами где-то на рублей 100 даже памятник простый поставить, так минимум, так для информации, со Слуцка проезжает, ставить за 75 километров. Это так, в общем, развитие. Поэтому они, каким образом они вот вынуждают поставить еще памятник? Они, хотишь гарантию на памятник? Значит, стал у меня. Это что, не шантаж? Они должны давать изделия, гарантию на изделие. Они, если кто-то поставит другие, то и памятник, или ты даже сам, они тебе даже гарантии не дадут. Я с этим сталкивался, 2 памятника родителям ставлю, вот и все. И таким образом, хочешь ставить, став у меня, 800 рублей плати за памятники, став у меня. Не, без гарантии тогда, не дай бог потрескается или что-то там, какие-то проблемы, никто будет не заниматься этим памятником. Вот и все, откуда это идет. Это что, не шантаж? Я понимаю, что ценообразование другие вопросы. А вот это что? Договоров половину сегодня нету, коснулось. Потребитель, вот как женщина там лет 50, неважно, она не будет просить у ИП там калькуляцию. Какие затраты? Они должны дать калькуляцию. Они должны дать. Они должны дать. Вот это уже тоже наша сфера нашей деятельности, в которой мы должны наводить порядок. Они скажут, вот сколько будет памятник, там 1000 рублей. Бабушка там неважно, что спросит, вы 51 рубль включать. Не, конечно не включать. Они будут там включены, поверьте. Все равно будет потребитель это платить. Держали за 20 части. Я не знаю насчет махинаций, вот этих, что под чеки отдельно, вы разберитесь, да, с этим въездом и так далее. По всех остальных вопросах, я говорю, цена точно не выросла. Может быть, и не вниматься, но мы это разберемся с этим вопросом. Разрешите, Олег Павлович, я еще добавлю. Но сегодня надо принять решение. Либо мы оставляем вот такой бардак, снимаем человека, либо надо откуда-то брать деньги, а зарплата надо 2 человека, это 40 тысяч. Я не беру, мы каждый, по-моему, за прошлый месяц там что-то около 7 тысяч благоустройства там выставили счет, мы внесли это самое. Мы все равно влаживаем в благоустройство эти деньги, там, определенные работы и так далее. Он директор ЖКХ расскажет. Значит, за истекший период, что вот с момента принятия решения, на кладбище Лесное заехало 19 раз предпринимателей, 19 могил делали, и 5 на кладбище 1 мая. Ни один предприниматель ни в исполком, ни в ЖКХ не обратился с претензией. Это, одну минуточку, подождите. Это надуманная вот акция, которую вы здесь услышали путем сбора подписей. Мое личное мнение. Виктор Иосифович, конкретный человек, который устанавливает памятник. Сейчас отвечу. А кто там будет? Там же вообще, вы представляете, какая была ситуация? Вот смотрите, да, на сегодняшний день, я же понимаю, им стало неудобно, там многим кому-то сидит человек там до 7 часов, да, как у вас вообще схема работы, Клара, какая была и какая До есть? 7 часов работает смотритель кладбища с 8 утра, так, Евгения Валерьевна? С 8 утра до 19 вечера. В 19 вечера входные ворота закрываются, а калитка открыта, пожалуйста, идите хоть до 24 часов, пожалуйста. Никто вам не возбраняет. А до этого как было, какая ситуация? А до этого закрывалось в 4 часа, потому что они на 6-дневной работе. А кто там был, смотрители были у вас? Там никого не было. Ну. Там никого не было. Никто за этими ни могилами не следил, ни за памятниками, никаких вопросов. Либо мы говорю, принимаем, то, что там порядок надо наводить, то надо наводить. Либо, значит, брать с другой сферы, с тех садиков. Чтобы держать человека, говорю, это надо, вы считали, где-то около 40 тысяч, ну там какие-то на мелкий текущий ремонт. Либо, значит, берем, залаживаем сюда. О чем вы говорите? Зарплата смотрителя 384 рубля. Плюс налоги, которые платятся государству. 50... Цена мы просчитывали то, что вот с тех, которые устанавливают памятники, это зарплата и благоустройство, которое потом пойдет на благоустройство кладбища, на заработную плату смотрителя. Вы сказали, что вы за весь этот период с июля по вересня, так, что 25 заплатили, всего раза, 15 ребят. Это за сентябрь, наверное. Нет, это за этот период, что заезжали, ремонтировали памятники. Я полечил тариф 24 помножить на 51, это
Спасибо, Алексей Валерьевич, я это учту и дополним эту услугу. Посмотрим, пока не гарантирую на 100%. Сейчас заробили только $600. А людям заробили незручно. А заробили за все месяцы $600. Простите, незручно заробили только определенной малой толики людей. Отменить это решение и завтра снять и оставить все как было. Так надо откуда-то их забрать, откуда их носить, под таким древом. Ну, у вас же есть Тогда надо, говорю, что с садика забрать, с больницы, с ремонта забрать. Ну откуда их взять? Поэтому Ну, давайте каждый будет считать свои деньги сам, хорошо? Вы, Алексей Валерьевич, свои считаете, а ЖКХ свои посчитает. что вопросы? Я вас услышал. Слышали всех людей? Вы поверили, что это люди возмущаются? Бюджет нашего города по нолям, я поняла. Значит, давайте сделаем платный въезд к Барному озеру. Вот и за счет этих денег... Чтобы вы понимали, бюджет нашего города, как вы слышали, бюджет нашего города на 46% датируем, чтобы вы понимали, на 46% перекидывают с других районов, с Солигорска и так далее и тому подобное. Дзержинска, Минского района. Поэтому на 46% датируем.